Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью в студии Валерия Наумова. С помощью вертолета Ми-26 МЧС России началась доставка необходимых грузов для аварийно-восстановительных работ в Верхоянский район из Якутска. Первые грузы прибыли в Батагай и Суардах 8 августа. Всего планируется 10 вылетов вертолетов Ми-26. Сколько тонн должны доставить в пострадавший от летнего паводка Верхоянский район необходимых для восстановительных работ грузов? Об этом и не только расскажет гость студии. Иннокентий Андросов, исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. Иннокентий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. 9 августа состоялся последний в этом пожароопасном сезоне вылет самолета-зондировщика. Повлияло ли привлечение такого самолета на снижение лесных пожаров в нашем регионе? Искусственное вызывание осадков, входит комплекс мер, которые, мы работать с осени 2021 года по поручению, главы республики и председателя правительства. И в этом году такой экспериментальный вылет вообще происходит первый раз в регионе Российской Федерации, притом 3 месяца, поэтому, конечно же, это ответственная работа, и мы сегодня его выполнили, и я должен сегодня заявить о том, что вчера, как вы сказали, 9 августа состоялся крайний вылет зондировщика Як-42 по маршруту Якутск-Усманьской границы с Хабаровским краем. Там как раз были и ресурсные облака, и мы знаем о том, что Усманьский улус сегодня горит, и чтобы дождь выпал именно на территорию Усманьского улуса. В этом году всего в 3 месяца было выполнено 26 вылетов зондировщика на Як-42 и на Ан-30. И первые, вылеты в мае месяце были начаты 14 мая на повышение травостоя по заявкам Министерства сельского хозяйства, ну и потом уже мы перешли по заявкам Министерства экологии на понижение класса пожароопасности в лесах. В целом будет дан большой отчет. Предварительные итоги мы уже обсуждали. И, конечно же, по сравнению с прошлым годом, 2021 пожароопасным сезоном, в этом году намного пожаров меньше. И даже это смотрится на спутниковых снимках, которые снимают другие спутники, не наши российские. Там прекрасно видно о том, что в нашей территории республики намного меньше стало пожаров. Сегодня у нас зарегистрировано всего 546 пожаров. По сравнению с прошлым годом, где-то в это время было 1500 пожаров. И по площади совсем несоизмеримо. Поэтому итоги есть. Конечно, мы сегодня должны, сделать итоговое заседание правительства республики под руководством первого заместителя председателя правительства Садовника Дмитрия Дмитриевича, который курирует наше направление. И, скорее всего, мы наметим план на следующий год, что улучшит, какие там могут быть изменения и так далее. А так, конечно же, самолет Росгидромета Як-42, он входит в 8 лучших самолетов в мире, который оснащен самыми передовыми технологиями, хорошими оборудованиями для проведения таких работ. Там, начиная от измерения фона радиации, начиная там из всего состоит ресурсные облака, частицы, сколько там воды в облаках и так далее. Я вчера как раз заранее планировал на последнем крайнем вылете участвовать и принял участие. И воочию еще раз я убедился о том, что проведена большая работа, и, конечно же, мы благодарим нашему правительству и главе республики о том, что нам такой эксперимент прошел в этом году на территории Республики Саха-Якутия. Иннокентий Михайлович, давайте вернемся к вопросу о восстановительных работах в населенных пунктах Верхоянского района, пострадавших от дождевого паводка. Сколько грузов должны доставить и в какие сроки? Мы сегодня, выполнили уже 7-й рейс. Но 4 первые рейса, они гуманитарные, сделаны МЧС России, бесплатно. Ну, остальное, мы
определенный уровень должны платить. И сегодня мы выполняем третий рейс. Всего в Батагай мы уже на сегодня довезли 31 тонну стройматериалов. Ну и мы стараемся, чтобы вертолет на порожняк не летал. Перевезли в Сордахе и в Долголахе, там 13 тонн груза. Это техника для проведения там дорожного работ. Ну и сегодня план уже согласован, и он будет утвердиться, потому что мы дотошно посчитали совместно Министерством строительства и Якутавторгом, поставщиком стройматериалов, какие материалы, когда будут вывезены, чтобы нормально полным объемом вертолет довез эти материалы. Ну и мы должны сделать еще, не считая вот сегодняшней третью, да, 7 рейсов. Это всего на вывозку стройматериалов 10 рейсов. Ну, надеемся, что мы уложимся в сроки. Самое главное, тут у нас, чтобы была погода в горах. Мы первый рейс сделали после 5 дней, ждали погоду. Ну, сейчас будут нормальные дни. Сегодня прилетает вертолет вечером, мы его загружаем на завтрашний. Это алгоритм этой работы, значит, сегодня сделан до мелочей, чтобы не было срывов и чтобы команда вовремя отдыхала, чтобы готовиться на следующий полет. В целом эта работа идет, и надеемся, все будет нормально. Единственное, мы просим хорошую погоду. Уверена, хорошая погода будет обязательно сопутствовать. Давайте немного вернемся к лесопожарной обстановке. В конце июля в Среднеколымском районе в 5 километрах от Налимска действовал лесной пожар общей площадью 957 гектаров. В связи с угрозой населенному пункту 28 июля на территории Байдинский Наслек введен режим чрезвычайной ситуации. Какая работа была проведена по ликвидации пожара рядом с населенным пунктом? Госком обеспечения республики сегодня, значит, занимается тушением ландшафтных природных пожаров. Ну и когда поднимается угроза, нарастает угроза населенному пункту, идет реагирование наших подразделений Государственной противопожарной службы и службы спасения. Сегодня вот как раз наши реагировали в поселке Усмая, там в 10-километровой зоне тоже имеется пожар. Мы там подтянули автоцистерны, ну и так далее, маловывильные лесопатрульные комплексы. Я, слетал в Среднеколымский УЗ по поручению правительства. Мы по приезду, значит, быстро проанализировали и перекрыли, значит, подход лесного пожара населенного пункта Налимск, вот в Байдинском Наслеге. И сразу же сделали опашку 20 километров протяженностью, хотя там очень болотистое место. Работали ребята от ГАУ «Якутлесресурс», вновь созданное предприятие, очень хорошо. Ну и 17 километров сделали встречный пал. Обжигались, и в целом мы дорогу, по которому он должен идти по череде озер, между озерами, перекрыли. И, конечно же, это способствовало тому, что угроза пожара не стала. Ну и потом в данное время данный пожар локализован, но местные силы и пожарные силы нашей части работают на дальнейшей локализации, и там внутри где-то горит и так далее. Это же всегда опасно, могут быть ветром унесет до другой территории и начнет гореть. Ну и между тем мы провели 2 совещания по подготовке города Среднеколымска. Это же поселок рядом городом стоит, 7 километров, поэтому там посмотрели, проверяли минерализованную полосу, где еще нужно его нормально сделать, пункты временного размещения, силы, средства при подходе на тушение пожара. В целом работа она проведена, и в целом сегодня опасность данного пожара миновала. А что насчет завоза жизнеобеспечивающих грузов в республике? На каком этапе сейчас находится? Да, Госкомитет сегодня отвечает на организацию, координацию завоза грузов на Северно-Арктическую улус и отдаленные населенные пункты. В этом году план составляет 1 262 000 тонн. Мы сегодня вышли на 62,2%. По сравнению аналогичным периодом
Мы чуть-чуть опаздываем, 3%, но эта задержка была как раз вот в весеннее время, когда лед долго стоял между устьем реки Алдан и реки Белюй. Мы не выходили, когда работали на первый этап. Мы сегодня находимся на втором этапе. На реках воды достаточно по всем рекам. 20 июля начался, значит, Северный морской путь открылся, и там уже работу начали. Поэтому, конечно же, в этом году каких-то вот погодных, климатических факторов не должно повлиять. Но в прошлом году у нас дым стоял, долго было трудно нашим судовладельцам ходить по рекам. Сегодня этой проблемы нету. Проблема в этом году, рабочая обстановка есть, живари какая в угольном разрезе. Значит, добыча угля мы там снизили из-за поломок техники и переориентировали другим угольным разрезом. Это в Сангарском угольном разрезе в этом году план достиг 130 тысяч тонн. Ну, кроме того, Зырянский угольный разрез. Мы ориентируемся вот на два этих разреза и должны северную группу и центральные части от Сангарского угольного разреза полностью довести, и мы обязательно должны выполнить план. И у нас еще впереди почти 2,5 месяца навигации. Время есть, будем работать. В целом идет в штатном режиме. Иннокентий Михайлович, спасибо вам большое, что пришли, ответили на все наши вопросы. Благодарю вас. Вам также. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.